Занухудут, Сэмбэна. Сегодня у меня немного необычный выпуск, потому что в свои видео я буду вставлять фрагменты из видео другого блогера, которого зовут Саврамат. И знаете, почему я решил это сделать? Потому что часто люди задают мне такой вопрос: а вот как русские будут относиться к тому, что буряты хотят обрести независимость и другие коренные народы? Что они по этому поводу скажут? Они все за федерацию, за вот эту вот Россиюшку и так далее. И я вот как раз-таки вам хотел показать выступление русского историка Дмитрия Саврамата и что он думает о российском государстве и вообще, в принципе, сути этого государства. Давайте смотрим. В центре была вот эта вот Московия, изначально крепостническая, рабская и безжалостная абсолютно. И она вот втягивала в эту воронку все больше, больше, больше народов. Советский Союз вроде все это разрушил, но потом выяснил, что опять все то же самое полезло. Хотя говорили интернационализм, равенство народов, разрушим тюрьму народов, Российскую империю. Все так и сделали сначала, а потом смотрим, опять все полезло. К концу советской власти квоты национальные, так, этих нельзя столько много иметь во власти, этих не пускать, в республике национальной обязательно второй секретарь русский, ладно, первый пускай будет нацмен, а второй обязательно русский, чтобы это вот держать, начальник КГБ обязательно русский, ну и так далее. В общем, понимаете, это чисто вот такая вот вещь пошла. А сейчас вообще от этого отказались. Сейчас чистый русский шовинизм фашистского такого типа идет. Нацмены вообще не люди, их надо быстрее вот в топку войны. Бурятов, калмыков, вот татар, башкир, все туда, вперед. Пускай умирают за империю. Видите, друзья, Дмитрий Саврамат, хотя является и русским историком, русским человеком, но, тем не менее, он говорит истину, правду. Тем более он знает хорошо, конечно же, историю, так как является историком. И смотрите, друзья, я часто в своих видео говорю о том, что Россия является до сих пор крепостной страной, потому что по-другому никак объяснить невозможно те процессы, которые происходят. Вроде мы в 21 веке живем, но ментально мы, конечно, до сих пор в этом каком-то крепостном праве, где у людей нет никаких прав, никаких свобод. И вообще это просто грязь под ногтями, это рабы, это просто какие-то несчастные люди, которые вообще ничего не заслуживают. И, друзья, смотрите, я когда смотрел видео Саврамата, то, оказывается, он мою точку зрения полностью разделяет. Давайте смотрим. А в Московской Руси холопы. Потому что она родилась из крепостнического состояния. Крепостное право, вы что думаете, просто так, что ли, крепостное право вместе с Московским царством возникло? Ничего подобного. Это две стороны одной системы. Что иначе нельзя было заставить народ идти воевать, а у них чисто военная же основа. Нет ничего, ни культуры, ни экономики, ничего, даже населения мало. А надо было побеждать. Вот они придумали. Нищий народ охотно идет на войну, потому что его собственная жизнь гораздо хуже, чем смерть на фронте. Понимаете? Это же было при Иване Третьем и при Путине то же самое. И, друзья, давайте подходим теперь уже к такой главной основной теме. А как же русские историки, да, относятся к идее независимости коренных народов, к освобождению, наконец-то, от этого рабства, от этой обузы? Давайте смотрим мнение Саврамата. Началось падение этой империи и ее движение назад, 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 назад. И вот сейчас, по-видимому, Украина дает такой же облом этой новой попытки восстановить Московскую империю, московитскую, которая уже разделась до кочерышки, до гнилой своей. И уже всем очевидно, что она уже не несет ничего, никакого равенства народов, ничего не несет никому. Кроме московских либералов, которые все еще, москвичи исключительно за границей, мечтают, как они потом всю Россию будут опять переделывать. Да хрен им! Никакой России их не будет. Будет совершенно другая ситуация. Они в своей Москве останутся, и на них никто внимания не будет обращать. Все отделятся. Все, кого Москва покорила,
за 500 лет. Все отдельцы, потому что все, вопрос. Единственное, что держало эту страну – безопасность. Что, а иначе нас завоюют кто-то и нас убьют. А все, ребята, все, кончилось. Это как раз это государство вас и убивает. Оно-то как раз и есть главная угроза жизни. Не просто там имущество. Оно говорит, ну да, но мы плохо живем, но зато вот мы это... Иначе нас вообще захватят, покорят и поработят. А теперь выясняется, что, во-первых, нас уже поработили, во-вторых, мы живем очень плохо, и в-третьих, нас еще и убивают, посылают умирать. Убивать совершенно невинных людей, которые нам ничего плохого не сделали, еще и самих погибать. Ну, смысл кончился у этой империи. Все, конец ей приходит, исторически. А эти ничего не понимают. Объединительный съезд в Брюсселе, блин. Европейцы не понимают, американцы, им ничего это не нужно. Ну, им просто чужая эта история. И они хаоса боятся на территории России. Но все идет именно к тому, что рухнет вся эта конструкция. Так, друзья, это такой ответ людям, которые чего-то боятся, тем бурятам, которые думают, ой, а что там подумают русские? Русские думают все правильно, как надо. Ну, конечно, сознательные, образованные люди, которые хорошо знают историю, а, ну, вот те люди, да, назовем их люмпины, или просто зараженные люди вот этим вот каким-то русским империализмом, или те, кто как собаки находятся в ментальной тюрьме, в клетке, их мнение спрашивать в принципе даже и не стоит, потому что ну, это просто пустая трата времени. Этим людям придется как бы по факту просто уже подвести, все, ребята, либо наша независимость, либо мы умираем. Поэтому надо просто, знаете, друзья, когда эта война началась, я пришел к мысли, что либо мы, буряты, да, и другие коренные народы, начинаем бороться за свою независимость и свободу, в конце концов мы боремся вообще-то за жизнь. Либо мы начинаем бороться, либо просто нас вот эта вот русская империя уничтожит в какой-то определенный момент времени. Они нас вообще не то что не жалеют, они наоборот вперед, на передовую, потому что это действительно сейчас русское государство, оно стало фашистским. Но оно в принципе и было таким, но были какие-то моменты, когда они чуть-чуть легче давили, да, на коренные народы. Ну а по сути этот фашизм продолжался всегда. То есть основа просто его, ну вы же слышали с Аврамата, да, других умных людей. Основа просто этого государства это просто фашизм, расизм, шовинизм и так далее. То есть, знаете, я вот считаю, что многие сейчас блогеры, движения, да, они, как сказать, говорят о каких-то там, не знаю, мелких вещах, о том, что кто-то там в Москве, да, там назвал бурят не так и так далее, ой, давайте обижаться. Это вообще, они, по сути, какой-то вредной работой занимаются. Ну, потому что, ну, какой смысл тратить время, тратить энергию, писать им там в личку и так далее. То есть, и какой мы, как сказать, хотим итог-то из этого сделать. То есть, мы как хотим, чтобы вот эта вот страна Россия, вот эта вот страшная империя не развалилась, что ли? Чтобы народы не обрели независимость? То есть, мы как хотим, чтобы они типа там изменились как-то? Да нахрен это просто все надо, я не понимаю. Здесь должно само, в принципе, сознание измениться. То есть, смотрите, пока я был в Монголии, это, конечно, сложно от себя вот эту вот, как сказать, шкуру-то, да, которую ты обретаешь с изучением там культуры, образования, да, вот этого всего. Но, тем не менее, надо от этого избавляться, от этого вот пласта. Надо срывать с себя это, потому что надо от этого российского сознания, менталитета просто полностью отходить. То есть, надо просто понять, что мы буряты, другие коренные народы, мы вообще никакого отношения к русскому народу не имеем и иметь не должны, потому что это люди, которые очень много лет нас ну, просто уничтожали нашу национальную идентичность, физически нас уничтожали на всяких войнах, да и вообще просто физически уничтожали, когда были репрессии, и до сих пор уничтожают. Прямо сейчас люди наши, буряты, погибают там и другие коренные народы на войне. Ни за что вообще умирают, только за русский фашизм. И
друзья, смотрите, что надо делать-то. Первое, это надо полностью изменить свое сознание. Вот от всех этих русских паттернов поведения полностью избавляться. То есть надо смотреть, как было устроено наше общество в прошлом. Конечно, это сейчас нужна большая образовательная работа, и, как сказать, и я в том числе думаю об этом. Но главное это, чтобы мы все, друзья, мы все полностью включились в этот процесс. Вообще все без исключения. Ну, понятно, этих коллаборационистов мы уже не изменим. Хрен на них, просто потом их в тюрьму посадим. Но нормальные, адекватные люди, нас, да, может быть, не будет так много, но наша задача просто объединиться и все, вперед, урыкша, идти работать. Методы я попытаюсь сформулировать чуть попозже, просто я все это как бы избегал, думал, что можно быть, как сказать, просто медийным лицом, заниматься этой медийной деятельностью и так далее, но понимаю, что, видимо, я тоже должен принять в этом участие и свое видение какое-то все-таки доносить до людей и создать все-таки тоже общественное движение, к чему я сейчас и стремлюсь. Ну, просто смотрите, друзья, я еще раз скажу, когда я услышал слова Путина о том, что украинской нации не существует, я понял, что он говорит про всех нас. Он также и про бурятов может сказать. А вот бурятов не было никогда и не существовало. Там всегда были русские. А эти какие-то непонятные вообще. Давайте их всех уничтожим. Он тоже так может сказать. Без базара вообще. Что про татар, что про саха-якутов, хоть про кого. И понимаете, вот эта вот оголтелая банда просто побежит за деньги там или не знаю еще как, но пойдет нас уничтожать. Поэтому, друзья, только сопротивление. Я тогда понял, либо мы сопротивляемся, либо нас просто стерут в порошок. И все, и нам надо бороться, да, у нас будут потери и так далее. Но что делать? Ты либо борешься, либо все, либо просто умираешь, в землю ложишься. И я думаю, что в условиях вот, геноцида бурят, ну, нам выхода нет. И других коренных народов. Конечно, нам надо объединиться. А методы и так далее я поделюсь с вами позже. И еще немаловажный момент, это все-таки, знаете, друзья, вот эта вот россиянская как бы жизнь, да, российский менталитет нас приучили к тому, что ну, мы не способны типа сопротивляться, только что-то в интернете говорить там или еще что-то, какие-то петиции собирать. Но у нас менталитет, самосознание должно полностью измениться. То есть мы должны быть готовы к активным действиям, к выходам на митинги, на шествия и так далее. Потому что на самом деле все это в нашей Конституции Республики Бурятия разрешено, а все, что нам как бы навязано сверху, это все не имеет никакого юридического обоснования. То есть мы должны в первую очередь опираться на нашу Конституцию Республики Бурятия и все, и на общемировые юридические стандарты, так скажем, да, права человека и так далее. А то, что Российская Федерация нас захватила и нам какие-то свои законы навязывает, это все юридической силы для нас не имеет. Вот такие вот дела, друзья. Ладно, я в будущем буду с вами делиться своими мыслями. Пишите комментарии, ставьте лайки. Все, до встречи.